Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Участок дороги НАМ продолжают реконструировать вблизи Якутска. Завершение ремонта ожидается раньше срока. Обеспечение правовой информации, электронными услугами и многое другое. В Горном районе начал свою работу инновационно-проектный центр. В преддверии весеннего праздника зацвели тюльпаны. 50 бутонов прекрасных тюльпанов белого, желтого и розового окраса вырастили в Нюрбинском районе. В Якутию прибыли первые беженцы Донбасса. В Нерюнгринский район прилетели 6 граждан. Это две матери с детьми, приехавшие по месту работы и жительства своих мужей. Уполномоченные органы оказывают содействие прибывшим семьям в обустройстве. Один ребенок устроен в школу. С участием волонтеров, жителей района, одной семье, которая нуждалась в помощи, предоставлены медикаменты, детское питание и одежда. Производительство Якутии разработает дорожную карту по обеспечению продовольственной безопасности в республике. Напомним, из-за санкций Запада в регионах страны, в том числе и в Якутии, наблюдается незначительное завышение цен на продовольствие. В Якутии для мониторинга запасов и цен на товары первой необходимости создан оперштаб, который проводит ежедневный контроль за ситуацией. Подробности в материале Ульяны Шагиной. Тишина в первой половине дня в крупных гипермаркетах столицы. Ажиотажа нет. Прилавки ломятся от продуктов. Рис, гречка, масло, мука и сахар. Недостатка в продуктах не наблюдается. Все есть. У нас даже больше, чем в других магазинах. Мне так кажется. На сегодняшний день мы остаемся с прежними ценами. Повышения цены не было. Товарный запас у нас тоже достаточный. Товары у нас как на объектах, так и на складах достаточно. Крупные продовольственные сети сдерживают цены, насколько это возможно. Но дистрибьюторы просят понять и простить, так что повышение все равно не избежать. Скорее всего, уже со следующей недели. Конечно, каждый реагирует по-новому на новые условия. Кто-то меняет условия договора, кто-то меняет, повышает цены. Но все это достаточно минимально, да? То есть от 10 до 15% на сегодня. Со всеми с ними проводятся разные диалоги. Мы хотим оставить цены текущие, поэтому с каждым поставщиком работаем индивидуально. Ажиотажа нет и в улусах региона. Крупнейший поставщик овощей и фруктов, а также социально значимых продуктов, имеющий 18 филиалов в республике Якутопторг, расширил свой распределительный центр и готовится принять 3000 тонн продуктов. Мука, гречка, рис, растительное масло. А также мы будем завозить сахар, тушеную говядину. Все поставщики у нас находятся в регионах Сибирского федерального округа. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Крестях» обеспечивает сунтарцев местной молочной продукцией и мясом. Крупный рогатый скот здесь насчитывает порядка 1800 голов, из них более 600 дойных коров. Свежей продукцией обеспечивают в том числе сады и школы. Говядина у нас уже третий год, мы уже круглосуточно обеспечиваем население Сунтарского улуса и все наследия. В это время было с маслом перебой, но сейчас все восстановился. Сейчас отелы полностью на полном объеме идут, поэтому сейчас молочная продукция тоже в полном объеме мы обеспечиваем Сунтарский улус. Правильность применения торговых надбавок контролируют в Госкомцене республики. Цены на продовольствие не подлежат государственному регулированию. Вместе с тем проверки проводятся, но только если есть жалобы от населения. Мониторинг мы ведем сейчас уже в усиленном режиме. У нас есть в каждом районном центре, в каждом городе так называемые тарифные агенты. Они прямо ходят ногами по всем магазинам и фиксируют эти цены. Потом мы, значит, их сводим, анализируем и выводим средние цены и делаем вывод, произошло повышение или нет. Вот сегодня, например, тоже день мониторинга. Люди тоже пошли по магазинам. Так что, несмотря на санкции, продовольствие магазины обеспечены. Между тем, в Якутии для мониторинга запасов и цен на товары первой необходимости создан оперштаб, который проводит ежедневный контроль за ситуацией. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск.
Перейдем к другим темам. Сдадут раньше срока. Участок дороги НАМ протяженностью больше 7 километров продолжают реконструировать вблизи Якутска. Ремонт идет полным ходом. Стройка началась еще в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». И сейчас в благоприятное для инженерных работ время подрядчики приступили к переустройству коммуникаций. Дорога станет четырехполосной, добавят 12 остановок, оборудуют освещение, бордюры, ограждения. Сегодня проверить, как справляются подрядчики, приехал министр транспорта Якутии Владимир Сивцев. Он отметил, что, несмотря на санкции, дорожной отрасли будет оказана поддержка и весь ремонт завершат даже раньше, чем заявлено в графике. От местности Юсхатын до, значит, с проходом, с кольцевым перекрестком на Жатай и примерно до местности Сатал реализуется, значит, в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». У нас, значит, здесь предусмотрено порядка 1,5 миллиарда рублей с софинансирование из федерального бюджета в размере 685 миллионов. Проект идет с опережением. Планируем вместе с подрядчиком сдать этот объект к 27 сентября текущего года. Сложившиеся гидрометеорологические условия в сочетании с предварительной оценкой предполагаемого режима воздуха весной дают основания ожидать вскрытия рек в сроки близкие и с небольшим отклонением от нормы в сторону ранних, от 1 до 4 суток. Вскрытие реки Лена до города Якутска, рек Алдан, Амга и Вилюй предполагается в первой и второй декадах мая. Низовья рек Лена, Алдан, Вилюй, рек севера и северо-востока в третьей декаде мая. Устьевые участки рек в начале июня. Акционерное общество «Алмазы Анабара» группы «Алроса» выходит на допандемийные показатели. Для того, чтобы справиться с последствиями кризиса в алмазной отрасли, компания в минувшем году расширила географию работ. Об итогах деятельности за 2021 год и мерах по восстановлению прежних объемов расскажет Власий Сергеев. Пандемия коронавирусной инфекции стала причиной крупнейшего с 1929 года кризиса в мировой алмазной отрасли. Чтобы избежать кадровых потерь, компания «Алмазы Анабара» в 2021 году расширила спектр задач. Так, помимо добычи алмазов на территории республики, была организована работа по поиску золота в Красноярском крае. Это одна из составляющих нашей программы по диверсификации своего производства. Вот, там мы имеем лицензии по поиску золота. Некоторые из них уже дали первые результаты. Мы видим, что запасы мы там получим. Соответственно, затем приступим к геологоразведочным и добычным работам. Это означает на самом деле новые рабочие места для наших ребят, для якутян. Акционерное общество «Алмазы Анабара», дочернее предприятие «Алроса», активно ведет кадровую политику по трудоустройству местных кадров. 97% от общего количества работников компании составляют уроженцы Якутии. Такую политику «Алмазы Анабара» ведут осознанно, потому что на самом деле трудоустройство местных кадров – это и формирование новой горной школы в республике Саха-Якутия, это и мультипликативный эффект с точки зрения того, что работают наши ребята, соответственно, приезжают домой, тратят у себя дома свою заработную плату, налоги платят у себя дома. Выручка компании в 2021 году составила 32,4 миллиарда рублей. Стоит отметить, что в прошлом году «Алмазы Анабара» работали по плану, составленному с учетом последствий пандемии. В текущем году мы снова выходим на докризисные объемы добычи и разворачиваем свою деятельность с прежним размахом. В настоящий момент для достижения прежних показателей компания инвестирует средства в техперевооружение, проводит работу по реконструкции складов и восполнению минерально-сырьевой базы. Власий Сергеев, Артем Алексеев, Якутск.
В Горном районе на базе Центральной библиотеки имени Петра Аввакумова начал свою работу инновационно-проектный центр, цель которого – обеспечить население района правовой информацией, электронной услугой, доставкой документов в электронном формате и предоставление площадки для коллективной работы САИДы. Наряду с инновационно-проектным центром функционирует работу Центр чтения и развития, где для читателей предоставлен универсальный и краеведческий залы. Книжный фонд библиотеки составляет почти 28 тысяч книг. Также к услугам посетителей предоставляется комфортный коворкинг-зал. Созданы условия для организации досуга читателей. Так, при библиотеке работают школа старшего возраста 50+, и онлайн-школа молодых матерей «Мамино тепло». Сейчас к нам в основном приходят охотники, владельцы оружия, владельцы автомобилей. Мы, как консультанты, помогаем им в заполнении заявлений, для продления разрешения, получения разрешения и получения лицензий на приобретение оружия. Так что на сегодняшний день мы работаем с Росгвардией, ГИБДД, паспортным столом. В эти дни в Амгинском районе по инициативе инспекции экологии проводятся биотехнические мероприятия. Акция подкормки проводится ежегодно по несколько раз в год. Целью и задачей акции весенней подкормки является сохранение и увеличение численности популяции диких копытных животных на территории охотугодий района. Начиная с этого времени у данного вида наступает сложный и трудный период борьбы за выживание. 2 года назад жители Амгинского наслега изготовили и установили более 20 кормушек для подкормки. На днях инспекция экологии совместно с охотниками и воспитанниками станции юных натуралистов провели подкормку для копытных животных. В нашей республике 5 участков, и вот в нашем Амгинском улусе 2 участка Мархой и Килюпча. Они были созданы указом главы республики в 2015 году. Здесь полностью запрещена всякого рода охота. И звери чувствуют себя здесь в полной безопасности. Что мы и видим тут. Вот, участок у нас отгорожен, и поэтому полностью тут как бы наблюдаем следы только диких животных, изюбря и косули. В преддверии прекрасного весеннего праздника зацвели тюльпаны, выращенные в зимней теплице Антоновской агропрофилированной средней школы имени Георгия СССР Николая Чусовского. В экспериментальных целях еще до Нового года школа начала выращивать тюльпаны. Первые 30 луковиц порадовали свежими цветами еще в конце декабря. И в преддверии 8 марта посадили еще 80 из них. На днях срезали около 50 бутонов прекрасных тюльпанов белого, желтого и розового окраса. По словам работников, тюльпаны любят прохладную атмосферу, чрезмерную влажность и не переносят жару. Данный сорт скороспелых цветов называется «Принц Карнавал». В экспериментальных целях мы посадили эти цветы. Хочу поздравить от лица Антоновской школы прекрасную половину. Будьте прекрасны, как эти цветы. На этом у нас все, но мы продолжим следить за новостями. До новых встреч в эфире.